Эти кадры с места аварии были зафиксированы камерой видеонаблюдения, расположенной на улице Асканова. В 8 утра сельское поселение Плиево на дорогах пусто. Что послужило причиной столкновения двух автотранспортных средств, непонятно, рассказывает Зара Ужахова. По факту ДТП, которое произошло в сельском поселении Плиево по улице Асканова, где водитель ВАЗ-2106, выехав на полосу встречного движения, встретился со встречным транспортным средством ВАЗ-2110, в результате чего водитель ВАЗ-2106 и пассажир ВАЗ-2110 были госпитализированы в РКБ города Назрань. Виновники каждого ДТП, по вине которого произошло ДТП, будут, конечно, нести наказание. И каждое ДТП расследуется для того, чтобы понять причины, условия, для того, чтобы провести более глубокий анализ, в связи с чем провести нам дополнительную работу, профилактические рейды, направленные на безопасность дорожного движения и, конечно же, на снижение аварийности на дорогах. Везение по-другому не назовешь, глядя на эти кадры. Автомобиль несется на высокой скорости, игнорируя правила ПДД. По словам Зары Ужаховой, аварийная ситуация в регионе за последнее время заметно ухудшилась. Все больше на дорогах республики наблюдается беспорядочное маневрирование, безответственность и явное несоблюдение требований безопасности своей и окружающих. Остаются игнорированными и призывы сотрудников ГИБДД не превышать скорость, пристегивать ремень, который существенно снижает вероятность смертельной травмы при экстренном торможении либо резких маневрах. В Республике Ингушетия на сегодняшний день зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 49 человек погибло и 288 человек получили ранения различной степени тяжести. Говорить о том, что состояние с аварийностью в республике улучшается, мы пока не можем, так как аварии происходят ежедневно практически. К сожалению, у нас гибнут и калечатся жизни людей. У нас проводятся ночные и утренние рейдовые мероприятия по выявлению нарушений. Также у нас проходит в республике месяц безопасности дорожного движения, в рамках которого у нас не только проводятся рейдовые мероприятия, но и профилактическая работа с населением. Мы и доносим до сознания граждан о том, что нужно соблюдать правила дорожного движения, неукоснительно их пользоваться ними, и также понимать, что все-таки безопасность на дороге зависит от каждого жителя. Несоблюдение правил дорожного движения – это в первую очередь неуважение к другим автомобилистам, рассказывает Зелимхан Божев. За 20 лет вождения он не раз был очевидцем аварийных ситуаций. Отмечает, что часто сами пешеходы создают опасную ситуацию, переходя дорогу в неположенном месте. Знаки жавы, масна, пешеходы, переходы живень, атто хайж латвины. Атто иче, водитель атто был без на хотя бы правила соблюдать диваваштали. Поворотник хасак пропускать диви, шиму лахам ату, хайж матвием, шиму вочер эдл. Сельский там мотик жо мотиги, что техло мотик, что освещение из дух, йолу жьет шхул, эти скорость убавить, где там 60 тёж, кез ляво, щёрти гави, расположение мотиги и шхул дух сханится уже, стаж лёгкие. Обращаясь в частности к родителям, чьи несовершеннолетние дети могут бесконтрольно прогуливаться в темное время суток, сотрудники госавтоинспекции призывают обратить внимание на тот факт, что именно дети по статистике представляют самую незащищенную категорию. Также рекомендуют использовать в их одежде цветоотражающие элементы. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.